Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, хочу всех поблагодарить, кто ставит лайки, кто пишет хорошие, добрые комментарии, кто подписывается. Огромное вам спасибо. И огромнейшее спасибо всем тем, кто делает донаты и помогает моему каналу. Мои милые, прошу за вас, Создателя, чтобы вам Боженька послал 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Чего совсем не ждете, но это обязательно случится. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, чего я совсем не жду, но это обязательно случится. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, чего не ждете, но это случится. Ох, быть вам на колесах. Мечта исполнится. Послушайте, вот сразу вам скажу, здесь идет приобретение либо получение чего-то на колесах, да. Это может быть как автомобиль, так и мотоцикл, велосипед. Я не знаю, о чем мечтаете. Даже если вы сейчас сидите и думаете, да нет, не дай бог, да, я там боюсь, не умею, не хочу, нет. Вы будете передвигаться сидя будете передвигаться. Причем будете передвигаться с большим удовольствием. По поводу того, что это будет, опять же таки, я не могу сказать. Но я могу сказать, что это для вас как-то вот прям, прям ваше, да, вот прям в радость и удовольствие вы будете пользоваться этим транспортным средством. Да, много-много хороших впечатлений вы получите. Вот это вас ждет. Причем ждет, скажем так, не за горами эта ситуация, да, это ситуация каких-то ближайших месяцев, либо, может быть, ближайших там 1,5-2 лет. Да, вот вы получаете транспортное средство, да, у вас оно есть, это ваше, и вы им пользуетесь и распоряжаетесь, и очень этому рады. Вот что идет. Так, дальше, чего не ждете? Вы не ждете предательства от какой-то особы. Особа это слишком близкое вам, либо слишком доверенное лицо вам. То есть вы в сегодняшнем дне готовы за этого человека поручиться, поклясться, не знаю, там руку правую свою, да, положить за этого человека. Вот настолько вы верите. Но и от этого будет более неприятно, потому что человек прям на таком мелком деле, либо на такой мелкой ситуации просто спалится, да. То есть вы там в огонь и воду с этим человеком и думаете, что и человек с вами. А будет какое-то обстоятельство, я не могу сказать, что слишком там существенное, значительное, но человек скажет: ой, а я не хочу, ой, а я не буду делать, да мне это не надо, а как-нибудь сама, да. Вот, и так вам станет противно от этого, так вам станет неприятно, но это и к лучшему, потому что этот человек, даже вот, понимаете как, очень ненадежный друг. И вы с этим человеком как на пороховой бочке сидели, да, в любой момент мог произойти взрыв. И лучше так, чем по-другому. Здесь идет потеря друга либо подруги, но может быть, даже какого-то родственника, но это идет вам во благо, понимаете? Вы теряете во благо, потому что в будущем этот человек мог бы много очень неприятностей принести в вашу жизнь. Да? Мало того, что если этот человек уйдет из вашей жизни, то есть вы перестанете общаться, то вы поймете, что ваша жизнь стала лучше, краше и спокойнее. Потому что этот человек, он все-таки как-то и разносил информацию о вас, и сплетничал, и что-то, вот знаете, может, против вас даже что-то организовывал, затевал, либо что-то было такое, да, неприятное. Вы будете узнавать, вам это еще будет там прилетать несколько лет, да, будете узнавать об этом человеке, о его делишках. Так, у кого-то вот как хотите, но тут поездка в какую-то очень теплую заграничную страну идет. Причем идет вот буквально, я не знаю, там месяц, 3 месяца вы поедете, случайно поедете, как-то случайно попадете, либо по горящему какому-то туру, либо
Но вот как-то кто-то вас, может быть, пригласит. Вот, ну вот вы сейчас даже не представляете, о чем я говорю. Вот такое состояние. Я вижу, что эта вот поездка будет в какую-то страну, может быть, даже, ну не настолько, может, европейская какая-то страна, но почему-то, я не знаю, ну тепло, вот как-то тепло. Или люди там на европейском языке говорят. Знаете, как вы? Вы локацию как будто бы из холода в тепло поменяете. Вот. Вот как-то так произойдет. Вот эта поездка вам очень понравится. В поездке тут у кого-то и перемена произойдет в плане там, отношений будущего, у кого-то произойдет переосмысление каких-то ценностей. Вот вам эта поездка, она очень нужна. Она идет вам как какая-то пилюлька, да? Пилюлька восстановительная, либо пилюлька, которая стимулирует вас на какие-то дальнейшие шаги, на какие-то конкретные действия. Детки, конфетки будут чем-то удивлять, и тут такое удивление, сумбур какой-то, да, вы будете очень рады за своих детей, с одной стороны, с другой стороны, вы будете понимать, что дети, ну, как-то, не знаю, то ли меньше дома будет, либо меньше общения будет. Ну, вот у кого-то как хотите, но ребенок выиграет какой-то конкурс, либо какой-то грант, где-то, может быть, обучение в другом городе, в другой стране. То есть это очень там выгодно, перспективно на будущее, но какая-то грустинка, да, что вам придется расставаться с вашей деточкой. Вот этот момент тоже не избежать вам. Но тут, как говорят, слезы, да, с улыбкой на щеках. То есть придется, понимаете, что это будущее. Ну ничего, будете общаться, встречаться, ездить друг к другу, ничего страшного не произойдет. Дальше, мои дорогие, очень важный момент касается какой-то деятельности, работы, труда, деятельности. Вот то, чем вы либо хотите заниматься, либо вы занимаетесь, но это не приносит никакого результата. То есть человек может заниматься бизнесом, может заниматься каким-то любимым делом, на работе работать, да? Но вы вроде как с душой, вы вроде как весь вкладываетесь, а ничего не происходит. Да? Вот, либо никакого результата нет, либо никакой отдачи нет, да, от того дела, которым вы занимаетесь. У вас ну, вот как выстрел будет какой-то, выстрел очень громкий в один момент. Вот, ну, допустим, да, вот результат вашего бизнеса, никто у вас ничего не покупает, да, вот вы там заглядываете в свою кассу, и там всегда пусто, а в один момент заглянете, а там вот прям такая огромная гора денег будет, да, вот как-то попрет в один момент очень быстро, очень резко. Так, главное, не сдавайтесь, занимайтесь тем, чем вы вот сейчас занимаетесь, вот именно с душой вы это делаете, вот этим делом. Дальше. Вам не избежать тут какого-то счастья в браке, в личной жизни. Я вот только не могу понять. Может быть, это разные люди, да? Значит, смотрите, у одних отыгрывается, что мужчина бежит за женщиной, да, хватает ее за плечи, пытается ее развернуть и вернуть. То есть какой-то мужчина будет вас возвращать, да, для того, чтобы быть вместе, в паре, в браке, в отношениях. То есть бывший муж, бывший любовник, мужчина, который, ну, может быть, не совсем корректно себя повел. Женщина, вы обидчивая, да, вы как-то вот прям развернулись, ушли, но он вас уговорит, скажем так, да, уговорит, и вот с ним будет счастье. Если вы мужчина, то вот какую-то свою бывшую женщину вы встретите, вот прям в один момент поймете, что это именно она ваша судьба, что так, как с ней, никогда вам не было хорошо с другими, и будете ее добиваться, уговаривать. И второй момент у меня идет, момент какого-то, ну, я не знаю, блаженного счастья, можно так сказать, что женщине вот очень сильно повезло, что она нашла какого-то просто, ну, я не знаю, рыцаря, принца, да, на белом коне в золотых доспехах. Очень достойный мужчина идет, и мудрый, и умный, и состоявшийся. И вот он эту женщину очень сильно любит, замуж берет, причем свадьба какая-то очень необычная, то ли костюмированная, то ли в каком-то экзотическом месте, то ли вот как-то, знаете, как, ну, как сказочное, да, что-то необычное идет. Так, и еще момент. У кого-то отыграется, ну вот тоже не могу понять, то ли рождение, то ли обретение ребенка.
То ли вы как-то вот неожиданно забеременеете и себе родите. Ну, тут ребенок как подарок идет, да? Вот прям подарок вы получаете, сами себе подарок делаете. Либо возьмете на усыновление ребенка, потому что у меня такие картинки тоже как усыновление отыгрываются. Но в любом случае я вижу, что вам это вот прям по судьбе и прям идет вот прям даром. Дар идет, да? Неважно, сами, либо берете на усыновление. Вот это не важно. Так, еще что у вас какой-то странный момент тут происходит, да, преображение. То есть как бы зеркало, но наоборот, да. То есть вы в какой-то период времени, вот есть законы природы, да, когда, ну вот цветочек, да, ну сравним, цветочек растет, там из семечки, там росточек, потом там лепесточек, да, там бутончик, и вот момент увядания, да, когда цветочек там закрывается, начинает вянуть. А у вас как будто бы наоборот, все поменялось местами. То есть вы в какой-то момент вместо того, чтобы, да, там идти, то есть в момент старения, да, у вас наоборот получается как будто бы преображение. То есть я не могу понять, что будет происходить, но то есть вы вопреки законам природы, да, вы можете победить эти законы природы. То есть у вас на будущее идет какое-то преображение. Вы, может быть, очень сильно поменяетесь, там, похудеете, либо наоборот там, поправитесь, кому это надо. Будете как-то более стильно там, одеваться, выглядеть, какие-то изменения во внешности, в прическе, в поведении. И еще очень важно, что у вас внутреннее настроение меняется, внутреннее состояние. Вот. И вот благодаря всем этим изменениям у вас и здоровье, вот ваша энергетика, здоровье, они, ну, какие-то, знаете, вот неиссякаемые. Тьфу-тьфу-тьфу, прям постучу, потому что это очень хорошо. Вы сами себя, как будто бы вот эти саламандра, да, излечиваете сами себя. Очень хорошие знаки. Тут, может быть, кто-то очень хорошую диету найдет, либо какой-то правильный образ жизни человек начнет вести. То есть вы будете выглядеть лучше, чем в свои, например, там, молодые годы. Вот как-то так идет. Заниматься собой будете, с удовольствием будете это делать. У вас будет для этого и время, и деньги, и возможность будет. То есть здесь особенно для женщин. Женщина хорошеет, она с каждым годом все лучше и лучше начинает выглядеть там, и чувствовать себя все лучше и лучше. Вот такой момент идет. Такое ощущение, что и душа у вас тоже, она молодеет. Вот такой момент. Так, ну и самое главное, пожалуй, это теплый дом, любящая семья, сытый дом. Но опять же таки, понимаете как? Вот смотрите, да, вот женщина, красивая, умная женщина, которая, ну, такая хозяйка, да, хозяйка дома, хозяйка своей жизни. Но за этой женщиной вот стоит такой большой мужчина, который, ну, скажем так, на ее пути все преграды убирает, понимаете? То есть вы-то будете самостоятельная, но ваш партнер, ваш мужчина будет вам помогать вот так незримой рукой, да, расчищать вам путь. Очень хороший, добрый знак. И, кстати, вот у кого-то отыграется, что это любящий вас человек. Не обязательно муж, но вот будет в вашей жизни такой человек, который прям любит, обожает, все для вас делает. Очень хорошо, очень. И еще такое тоже хочу вот сказать, для кого-то это будет важно. Это какой-то пост, либо... Вот смотрите, вы будете приглашены на какую-то, может быть, управляющую позицию, либо на какое-то ответственное дело. То есть вы будете еще и влиять на паблик, да, на социум, в котором вы проживаете. То есть придет ваше время, когда вы будете делиться с людьми своими знаниями, своими навыками. И это будет как-то вот официально. Да, вот, то ли вас пригласят в депутаты, то ли, ну, я не знаю, вас изберут как там, главой чего-то, какого-то общества, паблика, вот этот момент. То есть вы еще будете как лидером группы определенной, да, там, людей, либо тем, на кого будут равняться, либо кому будут идти за советами, с просьбами и прочее. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.